Всем привет! Вы на канале Топ ТВ. Основой мира животных является борьба за выживание. Чтобы прокормиться и выжить, животные каждый день убивают друг друга. Я подготовил для вас 10 сумасшедших битв животных, снятых на камеру. Начинаем! Премиальный дизайн. Безрамочный экран. Умные камеры. Интеллектуальный 3D Face Unlock. Мощь с искусственным интеллектом. BQ Аврора. Промокод на скидку в описании. Бабуин против фламинго. Бабуины очень ловкие животные, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть. Именно поэтому у них получается так ловко ловить фламинго, огромная стая которых просто не успевают взлететь. Все дело в неожиданной атаке бабуина, который является всеядным, так же как и человек. Это активные и любознательные обезьяны, которые обитают в социуме. Их стая состоит из 50-80 обезьян. Отношения складываются на основе главенствующей роли самцов и нескольких самок. Из животной пищи большую часть составляют улитки, рыба, птицы и насекомые, а также ящерицы, мыши и другие мелкие грызуны. Ягуар против крокодила. Ягуар – идеальный охотник. Без лишнего шума переплыл реку, добравшись до небольшого островка, на котором отдыхал немаленький крокодил. Подкравшись сзади, ягуар не оставил крокодилу шансов на атаку или бегство. Кошка утащила его, чтобы полакомиться вкусным обедом на берегу. Удивляет только одно, с какой легкостью ягуар поднял эту тушу. Челюсти его настолько мощные, а зубы настолько острые, что часто он прокусывает добыче череп. Интересно, ягуар никогда не преследует своих жертв, если они вовремя обнаружили опасность и бросились спасаться бегством. Медведь против оленя. Качество видео плохое, но вам нужно увидеть эту схватку. Медведь-гризли – это никто другой, как североамериканский подвид обычного бурого медведя. На сегодняшний день он входит в десятку самых свирепых и агрессивных животных на Земле. Даже латинское название этого мишки означает «свирепый» и «страшный». Но нет ничего хуже, чем потревожить медведицу с малышами. Олень этого не знал и наверняка думал, что его большие рога помогут ему в битве. Но закончилось все очень печально, и олень просто уплыл по течению, а медведи продолжили свой путь. Для медведицы это было просто самозащита, ведь питаются они в основном растительной пищей и весьма редко мелкой дичью. Свою жертву косолапый мишка разрывает когтями и зубами в считанные минуты. В 1987 году в заповеднике Канады гризли загрыз двух женщин, которые встретили медвежонка и решили с ним поиграть. Дятел против змеи. В общем, я был просто шокирован, когда из дупла дерева появилась голова большой зеленой змеи. Змея, наверное, тоже была шокирована наглостью и упорством дятла, который ее просто достал. Но что ему остается делать? Ведь это наверняка его дупло, а змея заползла туда, чтобы полакомиться его яйцами или птенцами. Мне стало интересно, как именно называется эта смелая птица, и как оказалось, это белоклювый королевский дятел, один из самых крупных дятлов мировой фауны, принадлежит к числу самых редких птиц в мире. Его существование возможно лишь в самых глухих и безлюдных лесах, массивы которых быстро сокращаются. Явно, что в схватке против такой жирной и наглой змеи шансов у дятла немного, и странно, что он сам не стал завтраком после нескольких точных укусов. В итоге дятел сдался, возможно под действием яда, а змея продолжила свою трапезу. Друзья, кто знает, что это за вид змеи, напишите, пожалуйста, в комментариях. Носорог против буйвола. Благодаря своей силе и размерам, а также агрессивности во время атак, в дикой природе носорогу не угрожает никто из хищников, за исключением разве что человека.
Носороги могут иметь разные габариты в зависимости от вида, но самым крупным считается белый носорог, который весит от 2 до 3 тонн. Остается загадкой, в чем причина битвы между этим буйволом и носорогом, но преимущество явно на стороне носорога, который с легкостью смог бы раскидать в стороны с десяток таких бычков. В конце буйволы просто разбежались. Слон против крокодила. Крокодилы не различают званий и атакуют не только беззащитных копытных, но и львов, и бегемотов, и даже слонов. Челюсти крокодила обладают огромной силой, к тому же у него особенное строение зубов, они расположены несимметрично, так что крупным зубам верхней челюсти соответствуют мелкие нижние. Таким образом, его зубы смыкаются между собой как замок, и вырваться из его пасти практически невозможно. Но на этом видео слону повезло, и он сумел вырвать хобот с челюстей рептилии. Лев против жирафа. Тут я подготовил подборку нападения львов на жирафов. Казалось бы, у такого огромного длинноногого животного не должно быть природных врагов, но львам плевать, и они видят перед собой только огромный кусок мяса. Иногда они переоценивают свои силы, ведь завалить взрослого жирафа можно только прайдом. На этих кадрах жираф, стараясь ударить копытами льва, повредил своего малыша, который не смог больше встать после мощного удара. На этом его судьба была предрешена. После еще 2 неудачных нападений жираф просто убежал прочь, оставив своего малыша на растерзание львам. А это пример охоты львов целым прайдом. Вы видите только самые интересные урывки этой схватки, которая длилась довольно долго, но, к сожалению, закончилась очень печально. Жираф – самое высокое животное в мире, его высота достигает 5-6 метров, треть из которых приходится на его знаменитую шею. Для львов главное сбить жирафа с ног, а дальше уже дело техники. Мангуст против кобры. Из-за своей необычности в виде охоты на ядовитых змей мангустов очень любят в Индии и очень часто заводят их как домашних животных. Для местного населения ценность мангуста не настолько большая в цене, как в своеобразном охраннике человеческого жилища от различного рода змей. Как видите, кобра сразу поднялась в стойку для атаки, все время держа противника перед собой, ведь стоит ей хоть на секунду отвернуться, и ее сразу схватит за голову проворный мангуст. Существует миф, что мангусту не страшен яд кобры, но иммунитета у него практически нет, и если змея укусит его, он может погибнуть. В нашем случае кобра оказалась проворнее и смогла укусить его прямо в нос. На этом их схватка и закончилась. О дальнейшей судьбе этого смелого мангуста неизвестно. Леопард против гепарда. Гепард за 2 секунды может развить скорость 65 км в час, а бежать со скоростью 110. Но эта скорость не помогла ему спастись от леопарда, который любит сидеть в засаде. Охраняя свои владения, леопард ведет себя очень нетерпимо и проявляет крайнюю агрессию по отношению к гепардам, своим родственникам и представителям семейства кошачьих. Именно нарушение границ территории леопарда послужило причиной смерти гепарда. Но к особям своего вида они относятся вполне терпеливо, даже проявляя дружелюбие при столкновении на участках охоты. Крокодил против зебры. Крокодилы медлительны, но коварны. Почти все время они проводят в неподвижном состоянии, лежа на мелководье или пассивно дрейфуя по течению. Но это спокойствие обманчиво. Едва лишь потенциальная жертва достигнет пределов досягаемости, крокодил совершает резкий бросок. И в этом немалую роль играет мощный хвост, движениями которого крокодил бросает свое тело вперед. Мозг у крокодилов маленький, однако они являются самыми разумными из всех пресмыкающихся. Но в этом случае мозг ему не помог. Зебре крупно повезло и удалось вырваться из мощных челюстей.
Друзья, если понравилось, жмите палец вверх. Большое спасибо, кто подписался на Топ ТВ. Буду очень благодарен, если вы нажмете на колокольчик. Так вы будете первыми узнавать о новинках. Впереди самое интересное. До встречи!